Владимир Колокольцев прибыл в Якутск с рабочим визитом. Министр провел встречу с главой Республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым. Глава ведомства отметил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой. В первом квартале текущего года сократилось количество убийств. И причем достаточно серьезно сократилось, на 39%. Сократилось количество разбойных нападений, очень серьезный вид преступлений, на 18%. Грабежи сократились на 32%. Почти в 2 раза сократилось количество квартирных краж. То есть это те маркеры, те виды преступлений, которые непосредственно затрагивают безопасность каждого гражданина. Очень отрадно, что сократилось количество граждан, совершивших преступные деяния в состоянии алкогольного опьянения, то есть злоупотребляющих алкоголем, меньше стали совершать. Меньше стало совершаться преступления ранее судимыми. А это означает что? Это означает то, что работает программа профилактической направленности. Министр поблагодарил главу республики за внимательное отношение и содействие в решении вопросов оснащения органов внутренних дел и социальной поддержки сотрудников. Выделяется жилье. В прошлом году капитально отремонтировали один из районных отделов города Якутска. Запланировано в Оленёкском, по-моему, районе строительство нового здания районного отдела. В Центре профессиональной подготовки строится здание. В этом году должны его запустить в работу, где будет тир хороший, спортзал хороший, для того, чтобы сотрудники и занимались, и профессиональный свой уровень поднимали. Ну и не надо забывать о том, что поддержана инициатива республиканского МВД руководством республики по поводу выделения необходимых доплат для участковых инспекторов, для патрульно-постовой службы, то есть для тех категорий наших сотрудников, которые непосредственно занимаются с населением, обеспечивают правопорядок в жилом секторе. И эта инициатива поддержана. В ходе рабочей поездки Владимир Колокольцев посетил один из городских отделов полиции. В зону ответственности данного подразделения входят 2 густонаселенных округа – Автодорожный и Сайсарский. На обслуживаемой территории проживает порядка 98 тысяч человек. Здравствуйте. Откуда начнем? Дежурки? Давайте дежурку, да. Глава МВД России заслушал доклады руководителей отдела о состоянии криминогенной обстановки, побеседовал с сотрудниками дежурной части, оперативниками и следователями. Наше отделение открыто только где-то месяц назад. Работаем по расследованию неочевидных преступлений. Министр подчеркнул, что в современных условиях от каждого полицейского требуется бдительность, высокий профессионализм и максимальная самоотдача. Так желаю вам всех успехов, всего самого доброго и всего самого хорошего вам и вашим семьям. Также Владимир Колокольцев посетил управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Саха-Якутия. Министр ознакомился с работой межрайонного и регистрационно-экзаменационного отдела. Здесь организована электронная очередь. На стендах и специальных табло размещены справочные материалы по линии госавтоинспекции. Ну, то есть за час, если он заранее записался на электронную очередь, он полностью получает то, что ему необходимо. Да? Глава ведомства напомнил руководителям и сотрудникам подразделения о необходимости неукоснительного соблюдения сроков предоставления государственных услуг, повышения их качества, корректного обращения с заявителями. Также Владимир Колокольцев ознакомился с экспозицией музея Якутской госавтоинспекции.